Я сегодня хотел бы проповедовать на тему, как Бог объединяет разных людей. Знаете, я уже 24 года. Я был, прежде чем краеугольный камень начался. 20 лет будет краеугольным. Мне 24 года я в Боге. И я все более и более удивляюсь. Вот я в церкви. Я удивляюсь, как Бог нас таких разных мог объединить. И в миру мы некоторыми даже разговаривать бы не стали друг с другом. Поверьте мне. А некоторых даже слышать не хотим. А Бог здесь, нас, таких разных людей соединяет. Я, придя в церковь, удивился, что пастор – это бывший милиционер. Вячеслав, а я мальчиш-плохиш. Я терпеть не мог и на эту форму смотреть. У меня аллергия была. А тот милиционер бывший. Помощник бухгалтера финансист. У нас сестра была, она МВД работала. Майор милиции. Я думаю, Господи, куда я попал? Люди с высшим образованием, учителя, были и те люди, которые только поднялись. И Бог так чудесным образом объединяет нас здесь. И я хотел бы сегодня говорить из Евангелия Марка две чудесные истории, евангельские истории о том, что как Бог, Он чудесным образом соединяет нас, таких разных людей. Но у нас есть одно, самое главное. Это что? Это судьба, предназначение. Мы можем посмотреть об этом. Он нашел нас, и Он объединил нас. Мы никогда бы не объединились. Только Бог может так объединить нас. И я хотел бы, чтобы мы могли начать читать Иакова 5 глава. Иакова 5 глава, и там мы прочитаем вначале всю историю, эти две истории с этого Евангелия. Марка 5 глава, и прочитаем эти две истории. Начнем с 21 стиха. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит, говоря: «Дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа. Это первая история, которая... За ним следовало множество народа, и теснили его. И вторая история. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы увидеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же и сказал ей: «Дверь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил с ее, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй,
и не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, плачущих, вопиющих громко, и, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы, и бывший с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо было лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. Вы видите этот пример? Этот хороший пример говорит о том, что в каждом из нас есть судьба, предназначение, призвание. В каждом из нас. И Бог смотрит, куда мы идем. Мы же идем в вечность. Мы все идем в вечность. Если мы на правильном пути, если мы правильно поступаем, мы живем, идем, уповаем на Бога. Бог, Он говорит: выбирай путь жизни. Но многие люди, они выбирают, Он хочет, чтобы все люди спаслись. Но люди выбирают другой путь. Он приходит, и Он говорит: вот, Олег, смерть и жизнь. Он пришел ко мне так. Я не пришел в какую-то секту. Но когда Он пришел ко мне, Он сказал так ясно, четко: вот смерть и жизнь. Вот благословение и проклятие. Что изберешь? Избери жизнь. Он сразу предложил, он сразу сказал: избери жизнь. И я понял, мне нужно избрать жизнь. И я понял, что мне нужно идти к Нему, что все крутится вокруг Него. Знаете, мы иногда очень жалуемся на свою судьбу. Очень многие жалуются, даже верующие жалуются на свою судьбу. Как-то я слышал один разговор, кто-то рассказывал мне, или я слышал этот разговор. Одна сестра, она жаловалась и говорила на свою судьбу. А брат ей ответил, что ты ответственна за свою судьбу. Но она говорит: я же не выбирала быть женщиной. Она говорит: я же не выбирала, я не хотела быть женщиной, я хотела быть мужчиной, сильным мужчиной, крепким мужчиной. Почему такое произошло со мной? Но брат этот сказал: судьба твоя зависит от того, как ты распорядишься своим предназначением. Вот судьба оттуда зависит. И я понял в действительности в своей жизни, моя судьба, Бог меня нашел, Бог меня спас, но все в моих руках. Он говорит: все в твоих руках. Ты можешь изменить, если будешь слушать меня, если будешь идти за мной, если будешь послушаться, то я могу изменить твою жизнь. Слава Богу, что я понял. И я пошел, я выбрал этот путь. Смотрите, в этих двух историях судьбы схожи. Девочке 12 лет. И 12 лет эта женщина страдала кровотечением. 12 лет в каком-то доме родилась девочка, и там была такая радость. Когда дети рождаются, мы всегда радуемся этому. И 12 лет началось горе и страдание в другом доме этой женщины. Но финал у них один и тот же, хороший финал, потому что в ихнюю жизнь пришел Иисус. Если бы не пришел Иисус, финал бы был печальный. Люди, многие, очень счастливо живут и хорохорятся, и говорят: вот у меня 2 машины, вот у меня 2 дома, а у тебя что есть? Ты с Богом живешь. У меня все есть. Я езжу в год по несколько раз в Таиланд, Турцию, на Мальдивы. А ты что сидишь в своем Якутске? И они думают, они счастливые. И я смотрю, они ссорятся, они дерутся, они изменяют друг другу. Что хорошего в этом? Это счастье изменять друг другу. Потом с этой грязью идти в этот дом, нести это в ложе к своим детям. И он хвалится этим, что у него полные карманы. У него нет понимания о том, что он предназначен был не для этой жизни.
что его дети не предназначены, что они будут выбирать. Они уже выбрали свою жизнь, как они будут жить, где будут жить. И они такие напыщенные, они во дворе ходят. И если я им сказал, не матерись, он сразу папе звонит. Папа, приезжай, здесь разобраться надо с одним малышом. Малыш-то удал. Он знает Бога, потому что... И когда папа приехал, я папе сразу говорю, у меня есть крыша. Он говорит, какая крыша? Бог. У меня есть крыша, Бог. Я с тобой здесь боксоваться не буду. У нас есть власти, я позвоню, тебя заберут отсюда. Твой сын матершинник. Есть маленькие дети, он взрослый, еще звонит. И он говорит, ну ты можешь на моего сына не воздействовать так? А как на него воздействовать? Там дети маленькие бегают. И все молчат, никому это не нужно. Все молчат. И дети этому учатся. Знаете. И финал здесь у них, в этих двух историях прекрасный, чудесный. Знаете, мы видим, что эта женщина, она очень серьезно лечилась. Мы же читаем, да, Марка 5 главу, опять откроем. Марка 5 глава. И там написано в 26 стихе. Много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы. Мы даже год не можем лечиться. У нас денег не хватает на месяц, если лечиться, если серьезные болезни. Слава Богу, что у нас есть Бог. Потому что я не выбирал, что я рожусь маленьким, больным, и мне каждые 5-10 лет врачи говорили, ну вот до 5 лет доживет, до 10 лет, врожденный порок сердца, и все с головой, и все подряд. И каждый раз. Но я встретил Бога, и Бог исцелил меня. И врачи каждый раз, когда я иду, и врачи каждый раз говорят, ой, у тебя там вот эта болезнь. А чьим словам поверю я? Буду я верить врачам слову ихнему, или я буду верить слову Господа? Я говорю, да, я буду жить. Они говорят, да, нет, мне уже много раз говорили врачи, ну, тебя осталось столько-то, тебя осталось столько-то. Я говорю, у меня дети прекрасные родились. Если я должен был умереть, у меня их 4. Пришел в баню, они в бане говорят, я говорю, я пенсионер, мне 62 года, мне скидочку сделайте. Она говорит, мужчина, вы молодой, совсем не врите. Я говорю, у меня 62 года, покажите документы. Пришел с документы показывать, что вы мне скидочку сделали. Очень важно пребывание здесь, пребывание в Боге. Прежде всего, это пребывание в Боге. Мы должны пребывать в Нем, не просто так шастать. Слава Богу, у нас сейчас с октября начнутся библейские курсы. И не просто там просиживать, но пребывать в Нем, пребывать в Слове, пребывать в молитве, пребывать в практике. Мы должны учиться, мы должны стать учениками Иисуса Христа. Римлянам сказано, что если возможно, имейте мир со всеми, чтобы мы могли иметь мир. Нам нечего делить, чтобы мы не могли делить здесь, куда я сяду, что я буду делать, где я буду служить. Бог будет направлять и действовать. Первое – это судьба и предназначение, призвание наше. Второе – это смирение. Объединяет нас смирение. Смотрите, почитаем 22 стих здесь. Здесь написано, «И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его». Представляете, начальник, крутой мэр, губернатор, можно сказать, приходит и падает. Если бы я пришел сюда, мэр Якутска, и упал бы здесь на колени. Нет, пока не готов, потому что он важный. Потому что ему здесь надо очистить все, дорожку положить. Это такое смирение надо иметь. Представляете, когда ты на высоком уровне, когда я на нижнем было, мне легко было прийти к Богу. Но когда я видел люди высокого,
полеты. И когда они думают, что со стороны там не смотрят, кто-то увидит, кто-то узнает. И так много людей и депутатов ходят в церквях в России. Украдкой ходят. Но они видят, Бог здесь есть, в этих церквях, протестантских церквях есть. И они ходят, но они никому не афишируют и нигде не рассказывают об этом. Есть люди, которые смирились, потому что только смиренный может сказать, вот я, Бог, сдаюсь, поднять руки, только смиренный человек. Гордый человек никогда не скажет так. Гордый человек, он скажет, Бога нет. И он будет глупцом. В глазах Бога он будет глупцом. И смотрим про эту женщину. Такие люди, они больше приказывают, чем они смиряются. Они только приказы отдают. 33 стих. Смотрим на эту женщину. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Она ему рассказала, потому что у ней было кровотечение, это женская болезнь, она 12 лет болела. В Израиле нельзя было, если у тебя болела этой болезнью, тебе нельзя было прикасаться к мужчинам, куда-то выходить в общество, в город заходить. Их за стан выводили. Если она что-то это делала, ее камнями побивали, если она прикасалась к мужчине. И она поэтому боялась, у нее эта болезнь, она все истощила. Она поняла, это ее шанс последний, ухватиться за Иисуса, сцепиться за Иисуса. У нее было это откровение внутри, потому что она слышала об Иисусе, и она смирилась. Она смирилась. У нее было смирение какое? Дерзновенное смирение. Смирение – это не так, чтобы можно было по тебе ходить, как по тряпке. У нее было дерзновенное смирение. Мы видим, она дерзновенно это сделала. Она боясь, но потому что она в страхе и трепете упала. Потому что, когда Иисус сказал ей, кто прикоснулся ко мне, почему меня здесь теснят? Потому что народ его теснил просто. Потому что неверие, оно теснит нас. Оно не дает, мы в тесноте, оно теснит нас. А вера, она прикасается. Она имеет прикосновение через наши руки, через наши глаза, через наши слова. И это все делает Бог сверху, находясь здесь, на земле. Смирение, знаете, это высокое мнение о Боге. Высокое мнение о Боге. Высокое, высочайшее мнение. И это делать в точности так, как говорит Бог. А мы иногда, мы можем сами себя проверить. Я не настолько смиренный человек, хотя я каждый раз прохожу, стараюсь, учусь, тренируюсь в этом. Но я вижу, что я не настолько смиренный человек. Чтобы заниматься этим постоянно заниматься. Знаете, Писание сказано, научитесь не мудрствовать сверх того, что написано. Вот сверх того, вот этого. Вот сверх этого не нужно мудрствовать. Знаете, мы иногда настолько нахватаемся в этом миру, ой, столько, ой-ой-ой, голова забита этим тренингом, тем тренингом. Там этот коуч говорит так, ой, это так говорит. Настолько забито, настолько умные слова, но в жизни ничего не видно. Если ты взял зерно оттуда, я ничего против не имею, там нужно взять зерно. Если пойдешь, возьми зерно и практикуй это. Но делай это с Богом. И тогда это будет помогать. И тогда это будет помогать. Третье – это прикосновение веры. Вера в Бога. Третье – это вера в Бога. Вера в Бога. Евреям 11:6 говорит, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Нему веровал. Не просто так приходящий к Нему. Я пришел с протянутой рукой. Дай. Чтобы веровал. Чтобы веровал в Него.
Без веры угодить Богу невозможно. Верой только можно угодить. Без веры невозможно угодить Богу. Чтобы надобно, чтобы приходящий ему веровал. Не просто приходил, а веровал. Не просто, чтобы вы сюда приходили и сидели, но чтобы вы учились этому, чтобы вы слушали внимательно и говорили: я хочу учиться. Я хочу сидеть возле твоих ног. Я хочу пойти в библейские курсы. Я хочу, чтобы не просто пойти и учиться знаниями забить себя, но чтобы это было откровением. Я стал жить так, ходить так, дышать так. Чтобы люди увидели это письмо, и они могли прочитать, когда они будут смотреть на тебя, они прочитают тебя. Просто они начнут с тобой разговаривать, они тебя прочитают, как ты ведешь себя, как ты поступаешь в отношении жены, детей. Они все видят на улице. У нас двор большой, там люди все знают. И мне когда один раз сказал: я слышал, как ты кричал там на своего ребенка. И я такой сразу. Потому что он знает, что я верующий. И ты понимаешь, тебе нужно изменить в этом письме, в этом сердце, в этом разуме. Чтобы они в следующий раз, они не сказали тебе это. Они сказали: мы знаем этого человека. Он супер. Он правда, он так живет, он так поступает. И вот это прикосновение веры. Женщина здесь как? Женщина, она сама прикасается, а во втором случае Бог уже прикасается. Мы иногда у нас веры не хватает, я иногда так молюсь: Господи, помоги моему неверию. Господи, помоги моему неверию. Честно, зато искренне. Помоги моему неверию. И Бог вот так отвечает. Он видит, что ты честный, потому что с искренними он по искреннему, а с лукавыми он по лукавству. А то мы иногда такие напыщенные, все мы знаем, там, руки возложим, ничего не происходит. Потому что мы говорим: Господь, я хочу наполняться Тобой. Хочу каждый день искать Твоего лица, Господь, наполняться Тобой. Читать это слово с утра. Люди вот часто, когда консультируешь человека и спрашиваешь: проблема. Ты с утра читала Библию? А почему? Времени нету. Времени нету. Царю царей 5 минут почитать, 10 минут. Царю царей. А покушать время есть? Есть. Зубы почистить есть. Покраситься есть? Есть. Все есть время. А царю царей 10 минут нету. Вот почему такие проблемы. Я не читала утром, и мне проблемы. У меня тоже бывают проблемы. Я же не супердуховный. Иногда вырос, забыл, я не почитал, побежал. Что-то случилось. Потом душу, а ты пустой. И нечего сказать. Патронов-то нет. Патроны должны быть в нагане. Без патронов этот наган бестолковый. Врага, чтобы убить, нужны патроны. Аллилуйя. Давайте мы посмотрим. И вот это прикосновение, оно как, например, они ходили же с Иисусом. У меня раньше еще были такие вопросы. Сейчас-то я давно уже знаю. Прикосновение. Думаю, и вот Иисус, конечно, с ними рядом был. Он к ним прикасался, они к Нему прикасались. Но у нас есть прикосновение через что? Через молитву. Только так мы можем прикасаться. Через молитву. У нас есть чудесное оружие, молитва, и мы можем прикасаться к Богу, и Бог может через молитву прикасаться к нам, когда мы обращаемся, когда мы кричим, когда мы вопием, когда мы плачем, когда мы просто лежим, когда мы просто молчим, когда мы просто сядем в кресло и просто уставшие опустили руки, и все. Ты сдался, но ты, Господь говорит: Господь, говори, я ничего не могу понять. И Господь начинает говорить, или Господь начинает прикасаться. Четвертое, что нас объединяет в Иисусе. 2 Коринфянам откроем. 2 Коринфянам, 5 глава. 2 Коринфянам. 5 глава и 17 стих прочитаем.
Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Мы новое творение, у нас все новое. В нашу жизнь пришла божественная атака, божественное пробуждение. Он вошел внутри нас, Он живет внутри нас, и Он хочет все старое выбросить отсюда. Он хочет разбить наши твердыни. У нас твердыни, у нас столько много опыта. В этом нет ничего плохого, когда опытный есть сварщик, опытный есть рыбак. Там. В этом нет. Это хорошие навыки. Они нужны. Но у нас есть такие твердыни, которые мы получили там от бабушки, от дедушки, там еще от кого-то, от соседа. И у нас такие твердыни. И он хочет, он ходит, он говорит, ты новое творение. Мы новое творение. Он говорит, я хочу все новое творить у тебя внутри, здесь в мыслях, и здесь хочу новое творить. А мы говорим, нет, 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 не надо этот шкафчик выбрасывать. Вы что, это мой любимый шкафчик. Там у меня виски стоят. Телевизор мой здесь не трогайте, компьютер тоже. Все это мое. И он хочет разбить эти твердыни, он хочет убрать, выкинуть это все старое и все новое дать. Ничего нет плохого в этом компьютере. Он новый компьютер тебе даст. Хороший, когда ты будешь смотреть в этом компьютере не порно, а будешь какие-то фильмы христианские смотреть. На какие-то сайты случайные. Знаете, компьютеры же так тук, случайно, тук, как будто бы. Ты что-то смотришь, а там реклама так случайно. На, смотри, Олежка. О. Тук, сразу удалил. Да не надо соврать. На телефоне тук, сразу удалил, заблокировал. Зачем там шариться? Зачем? Я новое творение. Зачем мне туда шариться? Зачем я буду соседа слушать, который все время рассказывает, там, лучше я ему буду рассказывать. Он мне рассказывает там, сколько у него было в прошлом году встреч и тому подобное. И хвалится этим, ордена здесь понавешают, вот это, и ходят. И христиане такие странные бывают. И вдруг у них понимается, знаешь, раз, и смотришь. Как начнет рассказывать, ты думаешь, откуда у него это полилось? А у него худые сообщества развращают добрые нравы. Они на рыбалку ездят, на охоту, там, футбол играют, там еще что-то. А что ты так материшься, брат? А там все футболисты матерятся, как по ноге даст им мат. Ну, все матерятся. А что ты рассказываешь так про жену? Так все рассказывают так. Это старое барахло, ее выкинуть нужно. Выбросить. Бог даст все новое, прекрасное. Он говорит, ты новое творение, все старое прошло, все ветхое выброси, не держись за это. Ну, оставьте меня еще немножечко, мой бар там. Выброси, книжки какие-то там. Мы новое творение, слава Богу. И здесь прочитаем 14-15 стих, здесь написано: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, это кто? Иисус, Он один за всех умер, то все умерли». Мы должны все погребать, все должны закопать себя, все должны умереть. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому что мертвый, вы где-нибудь видели мертвый материться? Или мертвый обижается? Мертвого хоть как пинай, он никогда не будет обижаться. Или вы видели, мертвый стал, да? Ты мертвый для греха. Все. С этим покончено раз навсегда. Мы мертвы для греха своего. Мы ставим завет своим глазам, своим ушам. Что ты слушаешь, что ты смотришь. Потому что мы новая тварь. Мы новое творение. Дай Иисусу управлять там внутри. Он выбросит все, Он разобьет эти все твердыни. Он очистит твое око. Потому что, говорит, если око твое чисто, то и все тело твое будет чисто. Писание же
такое потрясающее, когда мы читаем это, просто размышляем об этом. Каждый раз, когда мы это делаем, садимся, я сажусь, я не просто так, я сажусь, Господь, дай мне что-то, Господь, дай я, чтобы понял что-то, чтобы в моей жизни поменялось, потому что мне еще нужно много в чем меняться, мне много в чем нужно изменяться. Господь, помоги мне в этом. Потому что мы иногда и даже не знаем, как поступить в простой ситуации, потом думаешь, о, Господи, почему так со мной произошло? И пятое, что нас объединяет, это нести Евангелие. Нести Евангелие. Бог, Он говорит, я нашел тебя. Он говорит, я нашел тебя. Он каждому из вас говорит, я нашел тебя. А вы поняли свое предназначение? Если Он нашел меня, я понял свое предназначение. Откуда я? Откуда я? Я не от обезьяны, не от взрыва какого-то произошел. Откуда я? Я пришел из вечности. Мне Бог еще до утробы матери, Он меня уже знал. И потом Он мне там образовал дивно. Писание говорит об этом. У Него нет времени. Это у нас есть время, и мы все время ориентируемся на время и не успеваем в этом времени. Он живет вне времени. Он говорит, откуда я пришел? Мы должны всегда задавать, откуда? Мы знаем ясно и четко, откуда я пришел. Что я должен делать? Что мы должны делать, дорогие мои, в своей семье? Прежде всего в сердце, в своем разуме, вникая в себя и в учение, заниматься этим постоянно. Так поступая, себя спасешь прежде и потом слушающих. Ты не можешь кого-то спасти, если ты внутри не живешь так. Ты не можешь воздействовать на кого-то, если ты сам так не живешь. Мои дети, они сразу же меня обличают. Куда денешься, думаешь, от детей своих? Когда вырастут? Обличитель, особенно Веня. Веня вообще обличитель. И думаю, где он нахватался, Таня? Таня говорит, у тебя. И мы должны знать, куда мы идем. Откуда я? Что я должен делать? И куда я иду? Вот эти три вещи. Вечность я иду. Вечность. И потом мы смиряемся. Когда мы смиряемся, мы принимаем Иисуса. Он пришел, нашел нас, мы смирились, приняли Его, уверовали в Него, своего Господина, а не официанта. Он у нас официант как будто. Не господин, а официант. И он бегает, дайте мне это. И ничего не платим. И думаем, такой хороший официант. Но он господин, прежде всего. Он не бегает с этой. Что вам еще? Он господин. Мы должны понять это, он господин. Когда есть у тебя это, кто Отец мой Небесный? Он господин. Он Спаситель мой. Я знаю, он мой Отец, конечно. Он меня любит. Я знаю, что он не такой господин, который бьет, который унижает. Я знаю, он меня любит. Я знаю, он милостивый ко мне. Мне давно надо было забить на крест и забить 10 гвоздями. Но он милостивый. Он сам пошел на крест. Я так благодарен за это. Внутри меня все клокочет, когда я понимаю, что он пошел ради меня. Ради вас каждого пошел на крест, чтобы мы жили, чтобы мы процветали, чтобы у нас рождались дети, которым мы могли бы передавать. Не просто молчать. Детсад воспитает. Школа воспитает. Улица воспитает. Нет. Мы должны передать. Писание ясно, четко об этом говорит. И мы становимся новым творением. Мы становимся новым творением. И потом, когда мы пребывали в Нем, мы в Слове, в Нем, мы новое творение. Он в нас, и мы в Нем. Представляете, Он в нас, и мы в Нем. Это такая силища. Это такая силища. Он в нас, и мы в Нем. Какое могущество силы у нас внутри сидит. Это просто бомба. В хорошем смысле. И мы, когда пребывали в Нем, мы должны
передать это, нести Евангелие. Марка 5 главу откроем. Марка 5 глава. Марка 5 глава и 16, не 5, а 16, извиняюсь, 16 глава и 15 по 20. Мы должны передать это. Мы же письмо, если этим наполнены, нам захочется передать это. Очень естественным путем, просто общаясь. Просто на работе. Не навязываясь. Нам не нужно, мы не сектанты, мы не навязываемся никому. Не надо навязываться, кричать там или бросаться религиозными словами. Вот завтра ангелы придут, будут трубить, давайте покайтесь здесь, а огонь сойдет. Они никто не покается. Они скажут, на Котенко его. Мы своей жизнью должны, своей жизнью. Мы письмо, они будут читать. Они читают нас. Они явно читают нас. Они когда смотрят в наши глаза, когда с нами кушают, когда с нами общаются, они читают нас. Это наша подача Евангелия Христова своей жизнью. Но иногда им нужно говорить. Если мы будем молчать, мы замолчим, тогда Евангелие остановится. Писание говорит, и нужно говорить, идти, нести это Евангелие. Но это нужно делать от Духа Святого внутри, когда тебя Дух Святой побуждает. Знаете, я слышал одну историю изумительную. Одна сестра, она все время, она евангелист, она благовестница. И она все время просила, дай мне рыбу, пошли. Потому что Иисус же сказал, следуй, Петру, за мной, я тебя сделаю ловцами человеческих душ. Он рыбаком был, у него своя фирма была, там все работали на него. Да? Крутая фирма у него была там вообще. Он захочет потом через некоторое время обратно туда вернуться. Но Господь ему не даст. Потому что внутри его предназначение, призвание, оно не дает. И это она все время просила, Господь, дай мне рыбу, дай. И Бог ей каждый раз устраивал рыбалку. И один раз она вышла, и она поймала огромную рыбу. Огромную в том, что этот человек стал великим, большим евангелистом, который привел огромное число. Как говорят, покай одного Павла, и он тебе приведет миллионы, и это будет твоим плодом. И она просто утром вышла и не знала. И она зашла в лифт, и стоял какой-то молодой человек. И она просто сказала, так зевнула, она еще не до конца не выспалась, видать, так, Иисус. И он такой, Иисус. Вышел с лифта, Иисус. Пошел на работу, Иисус, 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 Иисус. Пошел на обед, Иисус, Иисус. После работы вышел, идет, Иисус, Иисус. Проходит мимо парка, и там кричат, и придите, это евангелизация там шла, и там кричат, придите сюда, Иисус ждет вас. И он, и побежал туда, вот где Иисус. И он покаялся, он стал служителем. Мы должны слышать просто то, что Бог, и Бог устраивает эту рыбалку, легкую, хорошую рыбалку. Мы должны передать, и здесь написано, и сказал, с 15 стиха, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесен на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Господь. Знаете, апостол Павел, он настолько знал о единстве церкви, о важности. У нас должно быть единство, но единство вот так не придет, и просто по человеческому какому-то обычаю, или просто скажем, давайте встанем под знамением белых Алексея. Нет, так не работает. Так не работает церковь.
В церкви работает так, когда мы все здесь. Сейчас нету такого, что вот кто проповедует, тот звезда. Вы все звезды. В каждом вас есть предназначение, талант, дары, которые должны проявиться, очень сильно проявиться. Вот почему вы должны, Господь, я должен пойти учиться. Или я хотя бы буду читать Слово Божье, учиться, чтобы в действительности быть хорошим христианином, хорошим братом, праведником Божьим, чтобы нести Евангелие, чтобы не быть тормозом здесь, а действительно служить церкви. Давайте мы откроем Ефесянам, по-быстрому пройдем, у нас не так много времени, и поэтому что-то срежем. Посмотрим, давайте. Апостол Павел пишет об единстве. Он настолько важно понимает об этом единстве. 4 глава. И пока прочитаем с 1 по 6. «Итак, я, узник Господи, умоляю вас». Он говорит, я вас умоляю. Бог вам говорит, Он умоляет. На небе сидит Иисус. Он говорит, я вас умоляю, дорогие братья, поступать достойно звания, которое вы призваны, со всяким смиренномудрием, кротостью, долготерпением, нисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело, один Дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех. Аллилуйя! Мы никогда бы не смогли создать такое единство. Бог, Он молился, помните, в первосвященнической молитве, Иоанна 17 главе, Он говорит, да, как я, Отец, я и ты, мы едины, так и пусть они будут едины. И с нами, и друг с другом будут едины. Он молился об этом. Третий стих, здесь написано, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Он говорит, старайтесь. Это повеление, старайтесь. Он говорит, повелевает нам, старайтесь. Включает в себе идею делайте, что сейчас усердно делайте это. Прямо сейчас. Усердно. Мы должны принять это. Сохранять это единство, которое уже было произведено Господом, который Он молился об этом. Говорит, нам нужно это. Первое. Можно вывести. Нам нужно созидать отношения единства. Нам нужно созидать в отношении единства. Так просто не придет. Мы должны созидать. Мы не должны здесь по 20-30 лет ходить и ничему не учиться. Мы должны учиться и должны стремиться к чему-то, чтобы сохранять. И первое – это смиренномудрие, смирение. Это вот, что это такое? Это правильное мышление в отношении себя и в отношении других. Вот это смирение. Мы до этого читали, что смирение – это есть, что ты ставишь Слово Божие выше. Это самое авторитетное, что ты ставишь его выше всего, и ты смиряешься, и ты стараешься, стараешься всеми силами точности исполнять так, как Он говорит. Вот это и есть смирение, а не головой биться, не поститься, там еще что-то. Смиряться – это тоже нужно. Это вот правильное в отношении себя и в отношении других. Смотрим Филиппийцам, смотрите, Филиппийцам 2 главу и 3 стих прочитаем. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другому высшим себя». Вот видите, правильно, смирение – это правильное у тебя мышление о другом человеке, прежде себя о себе. Как ты, в какой позиции ты стоишь правильной, во Христе в правильной позиции ты стоишь. Не просто так. И смиренно думаешь о другом человеке, с кем ты общаешься, с кем ты ведешь. Здесь в церкви мы должны этому учиться. Мы должны учиться у себя дома, читать, молиться и думать об этом. Смотрите, любопрение – это что такое любопрение? Это преследует собственные идеи и планы. В церкви этого полно, вам скажу. Вот у меня есть планы, вот у меня есть идеи, каждый. И пастор думает, куда их вместить, туда или сюда. И обидеть неохота, потому что отказать не могу.
Знаешь, как тяжело бывает пасторам вот это. Господи, как мне так вот поступить? Потому что столько план. Но это должно, если это от Бога, оно состоится, поверьте мне. Если вы будете молиться, если вы будете вот, поститься, да, если вы будете думать об этом, обращаться к Нему, то если это Божье, она по-любому будет. Оно состоится. Потому что это услышит не только ты услышишь, это услышит и пастор, услышат и рядом сидящие люди. Они услышат. Услышит Бога, потому что Бог не говорит только одному, мне миленькому, хорошенькому такому. Он говорит многим, многократно говорит, многим, всегда говорит. Даже на самого, который серенький, он говорит. Ты думаешь, он серенький, но он не серенький, это ты серенький. Если так думаешь об этом человеке, что он серенький, то ты сам серенький. Тут недалеко твое мышление поменялось. Тщеславие, что такое? Это человек, который ищет собственного восхваления, славы. Вот эти два качества, они стоят на основании гордости. Если человек гордый, он любопрением занимается или тщеславием. Гордость – это корень вот этого. И этот корень только может смирение, когда мы смиряемся. Истинное смирение, она всегда ищет возможность служить другим. Филиппийцам здесь же во 2 главе, 4 стихе написано: «Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». Вот это и есть истинное смирение, когда ты думаешь о других. Конечно, мы же прежде всего это думаем о других, своей семье, о своей жене, о своих детях. Если мы там научимся, то это автоматически перейдет сюда. Поверьте мне, это автоматически. Ты не будешь людей серенькими называть, глупенькими, там, еще что-то. Или будешь смотреть свысока. Там. У тебя никогда это внутри не поднимется. Если у тебя будет это подниматься, то нам нужно поработать с сердцем. Бог будет говорить. Поэтому я человеку говорю себе: ты Божий человек. Я знаю, это Божий человек. Я знаю, это Божий человек. Я не просто говорю так. Я знаю, это Божий человек. Я не просто там пишу братьям, дорогой или драгоценный. Это Бог говорит мне так писать, потому что кто-то мне сказал: ты что мне, мы же недорогие. Это Бог мне говорит, наперед верою говорит. Я сам до такого не додумался бы. Потому что Бог, Он так всех любит. Он всех называет драгоценные мои. Вот здесь Филиппийцам 5 стих прочитаем, 2 глава, 5. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Чувствование – это не оригинальный перевод, а оригинальный перевод говорит мышление. «Ибо у вас должны быть те же мышления, какие и во Христе Иисусе». Божьи мысли. Потому что Он говорит: мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Вот если ты будешь думать Его мыслями, ты будешь правильно поступать в отношении брата и сестры. И вы заметите, если мы будем каждый работать так, вы заметите, здесь намного меньше будет каких-то распри, ссор, какие-то позиции занимать. Нам не нужно никаких позиций занимать. Мы должны прежде всего любить людей. Пойдем, давайте коротко еще поговорим. Кротость. Кротость. Это с греческого, это светский такой перевод. И потом библейский посмотрим. С греческого переводится это животное, которое поймали и укротили. Которого поймали и укротили. Бог нас поймал. Как Он нас поймал? Бог нас нашел. Бог сказал: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я вас научу. Чему Он научит нас? Ибо я кроток и смирен. Вот этому Он научит. Что я смирен и кроткий, этому я вас и научу. Он нас поймал, и Он нас хочет через слово укротить. Он не как эти мирские, которые хотят укротить, а так, как по-божьему Он хочет. По Слову Божьему. И мы должны смиряться под крепкую руку Божью. Смиряться.
Потому что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Аминь. Кроткий человек – это уступчивый, благоразумный человек. Кротость создает мир и покой, независимо от каких-то провокаций. Какие бы ни было, кроткий человек всегда ведет себя хорошо. Долготерпение. Что такое долготерпение? Это правильный ответ на неправильные поступки. Правильный ответ на неправильные поступки. Человек долготерпеливый, он или промолчит, это правильный будет ответ. Или скажет кротко, или смиренно. Или он знает, или за какие-то грехи. Многие же грешат. У нас в семье грешат, муж грешит против нас, жена грешит, дети грешат против нас. Мы грешим же против друг друга. Вот, и мы должны быть долготерпеливые, потому что любовь долго терпит. А у нас терпения хватает на несколько секунд. А потом: «Елисей, ты где? Иди сюда!» Терпение кончилось через пару минут. Бог говорит: ты любишь его? Люблю. Долготерпи. Вот. Четвертое, чтобы заканчивать уже. Снисходя друг к другу с любовью. Нисходя – это наше отношение к слабостям других людей. Не переставая любить их, несмотря на их ошибки. Хотя они будут нас оскорблять или что-то еще ранить. Вот. Без этого качества нам невозможно жить друг с другом. Но, знаете, внимание, очень самое главное внимание. Эти качества, они не проявляются насильно. Не думайте насильно это делать или напрягаясь. Вы сломаетесь где-то или упадете позорно. Просто. Потому что Бог, Он всегда сдает на тест. Иди сдавай тест. Я ему говорю: опять двойка, опять двойка. У меня так много раз было. Сотни раз. Опять двойка, опять не сдал, опять не сдал. Потому что своей силой пытаемся мы это сделать. Здесь написано, это должно быть искренне, да? Проистекать из нашего сердца с любовью. Там вот мы читаем в Ефесянам 4 главе. Снисходя друг к другу с любовью. Мы должны делать это с любовью. Аллилуйя. И заканчиваю тогда. Здесь еще что-то есть сказать, но мы это оставим. Я хотел бы закончить притчей. Нитка с иголкой спорили, кто важнее. Но пришел кто? Кто шьет, да? Рука. И вдела нитку в иголку, и стала эта рука шить. Так же и мы. Мы не должны друг перед другом говорить: я важнее, я важнее. Рука Божья, Его пути, Его мысли, Его рука управляет всеми нами. И Он хочет соткать эту красивую картину в каждой, в жизни нас. Он хочет строить дома наши отношения с мужем, с женой, с детьми. Он хочет, чтобы Его рука была, Его мысли, Его пути.